К югу у нас были величайшие горы, на которых живут по бокам, в направлении к пустыне, черкисы и аланы, которые исповедуют христианскую веру и все еще борются против татар. За ними, вблизи моря или озера Итилии, находятся некие сарацины, именуемые лезгами, которые равным образом не подчинены татарам. За ними находятся железные ворота, которые соорудил Александр для преграждения варварским племенам входа в Персию. О положении этих ворот я скажу вам впоследствии, так как я проезжал через них при возвращении, и среди этих двух рек в тех землях, через которые мы проехали, до занятия их татарами, жили Коман и Капчак. К западу же от Каспийского моря находятся Аланские горы, Лезги, Железные ворота и горы Георгианов. Вся эта страна от западной стороны того моря, где находятся Железные ворота Александра и горы Аланов, до Северного океана и болот Меотиды, где начинается Танаид, обычно называлась Албанией. Исидор говорит про нее, что там водятся собаки такие большие и такие свирепые, что они хватают волов и умерщвляют львов. Это верно, судя по тому, что я узнал от рассказывавших, как там, в направлении к северу, собаки, в силу своей величины и крепости, тянут повозки, как быки.